Жители Коми делятся своими новостями в сети, публикуют фотографии и видеозаписи. Где говорят о коммунальных инцидентах, где о гостях нежданных, а где о наградах заслуженных. Об этом мы узнали из соцсетей. О чем еще в эти дни говорит вся республика, подробнее расскажет моя коллега Виктория Денисова. Виктория, вам слово. Спасибо, Анна. Неожиданного гостя заприметили на днях в Воркуте. Средь бела дня на крыше жилого дома пристроилась полярная сова. Ее успели запечатлеть на видео, после чего ролик загрузили в сеть. Комментаторы записи же в свою очередь отмечают, что совы в городе не редкость, особенно по ночам. Тревогу бьют жильцы одного из домов в Печоре. Здание по улице Стадионной в аварийном состоянии. Повсюду грибок. Он атаковал не только деревянные элементы строения, но и бетонные. Более того, в конце лета у дома обвалился второй этаж, а на прошлой неделе тоже случилось и с чердаком. Потому сотрудники МЧС вовсе запретили жильцам заходить в здание и заколотили двери подъезда. Жильцы остались без крыши над головой. Между тем, они не раз обращались за помощью в местную администрацию. Однако ответ из раза в раз следовал один и тот же. Денег на переселение нет. Это трещина, то есть я так думаю, скорее всего, там тоже. Скоро все пойдет. Прожрал вот этот весь гриб. До этого мы поднимались, и там он уже пожрал половину, получается, чердака. Целых 14 медалей привезли домой сосногорские спортсмены. Вернулись они из Вологодской области. Именно там накануне прошел турнир по рукопашному бою. Причем один из участников от Коми получил особую награду за самый быстрый бой. Эдуард Марычев одержал победу за 6 секунд. Всего же за звание сильнейших боролись около сотни человек со всей страны. Вода кишит живностью. Такой проблемой в сети поделились жители села Читаево, что в Прилузском районе. Открыли кран, набрали в таз воды, а в ней насекомые. Как отмечает автор поста, счета за водоснабжение в свою очередь приходят исправно. Вот только пользоваться такими услугами возможно едва ли. К слову, в управляющую компанию местные обращались еще в прошлом году. Тогда из-под крана текла жидкость розового цвета. И этот вопрос решили. Но, как оказалось в дальнейшем, беда не приходит одна. Набегался, напрыгался, теперь изволит отдыхать. И все это после трудового дня, разумеется. Кот по кличке Пас уже не первый год наравне с коллегами, сотрудниками Сыктывдинского музея ходит на работу. Фотографиями и видеозаписями Паса Музеевича поделилась местная районка «Наша жизнь». Стоит отметить, что в этом месяце питомец даже удостоился международной премии. Занял второе место на конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь». Мы ждем ваших сообщений в группе телеканала Юрган ВКонтакте, чтобы поделиться ими со всей республикой. Анна, передаю вам слово.